русский таджик, боец из Таджикистана. Салам алейкум всем любителям спорта, особенно моим подписчикам и другим братьям-мусульманам. Сегодня я хочу вам представить моего знакомого, моего брата из Таджикистана, который родился в Сарбанде. Русский таджик Иса по прозвищу Кровопускатель. Почему именно Кровопускатель? Потому что, выступая в кулачных боях, ему сказали придумать какое-нибудь прозвище. Иса помимо спорта еще увлекается хиджамой. Вот и кровопускание пошло от хиджамы. Как он сам говорит, он не хотел себе прозвище Лев или Волк. Вот именно кровопускание в кулачных боях, думаю, самое страшное прозвище. Его соперники, думаю, все дрожат уже. Всем, думаю, будет интересно, как официально его зовут. И сколько боев он уже провел. И сколько лет занимается хиджамой. И о чем он мечтает. Его зовут Пилипенко Вячеслав Анатольевич. В поп-ММА провел 6 боев и 5 выигрышей. Хороший результат. Не правда ли? Хиджамой занимается уже 2-й год. Мечтает открыть свою ферму. Я думаю, что Иса близок к своей мечте, иншаллах. В России очень много земель. И если провести пару хороших боев и заработать денег, то можно было бы открыть свою ферму. И я чисто от души желаю ему, чтобы его мечта быстрее сбылась. А что пожелаете вы, пишите в комментарии. С Исой я познакомился в Инстаграме. Я помню, мне в директ отправили ссылку на его пранк, который он снял в Душанбе. Облава. Пранк облава, да, помню. Это было, по-моему, не совру, в 2019 году. Летом было. На то время он приехал в Душанбе навестить всех там родных и снял именно пранк. И мне мой знакомый, мой друг скинул именно ссылку, я посмотрел. И мой знакомый хотел, чтобы я с Исой, мы совместно сняли какой-нибудь пранк именно в таком же стиле. Сразу же я написал ему, и через максимум где-то час он ответил, то что хорошо, давай встретимся и все обсудим. На завтрашний день сразу же я с собой захватил камеру, и у него была камера, и мы сняли первую нашу совместку. Первая наша совместка, Иса был в роли, бойца. Он каждых прохожих пугал. И мы, честное слово, не совру, где-то 2 часа от цирка до профсоюза вот это все снимали. Иса там, как боец, работал руками. Но он так хотел, чтобы ему попал какой-нибудь боец, но так и не суждено было этому бойцу, чтобы Иса по-любому его бы разнес. Но под конец, когда мы закончили, Иса сказал, что братан, как-то, хотел, чтобы мне попал какой-нибудь боец. Но ничего страшного.
Потом вторую нашу совместку мы сняли в центре от Сомони до Оперки. И представляете, в тот день нас поймали, реально. У кровопускателя борода, мы снимаем. Я заметил то, что один подошел, второй подошел, а третий уже был наготове. Я чувствовал, что нас сейчас поймают. Подходит командир, спрашивает документы. А у меня с собой не было документов. Иса подходит, говорит: командир, в чем проблема? Ну, мы типа блогеры, мы сняли там ролик типа в неположенном месте. И нас, короче, везут в отдел. Но пока там выясняли то, что кто мы, что мы, откуда, мы уже все объяснили, то, что мы блогеры, мы снимаем социальный ролик, там никакой пропаганды, никакой секты, там ничего плохого нету. Все поняли, нас отпустили, и как-то, знаете, и после этого случая, знаете, вот у меня на то время что было уже на душе. Если после каждой съемки нас будут так ловить, зачем нам снимать такие пранки, когда нас, не понимают? И из-за этого думаю, что перестал снимать пранки. И с Исой хотели еще пару роликов снять, но времени вообще не было. То я на работе, то он на тренировке. И так мы больше вообще не виделись. Прошло вот год, и я уже наблюдаю в Ютубе, Иса выступает в Body Mania, Иса вот в нашем деле. И вот опять недавно мы пообщались, и я ему сказал то, что: братуха, я прочитал все твои комментарии, то, что тебя смотрят, и после той фразы, когда ты, победив, и сказал, что «Мухлисой Таджикистанда габ надорум», от души мухлисан. После этого я думаю, что они поняли, что ты какой человек. Ты реально душевный, у тебя нету никакой там черноты на душе. То, что мы вот, когда познакомились, встретились, пообщались, там сняли ролики, но все было чисто от души. Вот верите или нет, я многим писал, многим бойцам писал. Мне просто в комментариях вот пишут некоторые, то, что ты не снимаешь про бойцов, там читаешь рэп там про других, там снимаешь клипы и так далее. Я вот многим бойцам писал, они даже не отвечают, некоторые даже отказывались. Но если не хотят, то и я и не буду туда рваться. Вот написал кровопускателю, он ответил: вот я чисто в поддержку сделал этот ролик. И в закрепленном комментарии я оставлю ссылку на его канал, Инстаграм и все его контакты. Заходим, друзья, подписываемся и наблюдаем за кровопускателем, чем он занимается у себя на канале, в Инстаграме. Все, что хотел для вас донести, то, что Иса кровопускатель, русский таджик, боец из Таджикистана. Болеем за него. Подписываемся на его канал, наблюдаем, поддерживаем, ставим лайки. И до новых выпусков. И в комментариях пишите, про какого бойца мне в следующем выпуске снять ролик. До новых выпусков. С вами был Джавлон.